За прошедший год в республике за потребленную электроэнергию было собрано более 396 миллионов рублей, что составляет 41,7%. Если сравнивать с показателями предыдущих лет, то в 2019 было собрано более 53%, в 2020 чуть больше 40%. В денежном выражении суммы они в 2021 году имеют положительный прирост, но в процентном соотношении мы видим проседание. Это в большей части обусловлено, к сожалению, вот той частью неучтенной электроэнергии, к сожалению, прирост которой мы наблюдаем из года в год. Задолженность юридических и физических лиц на сегодняшний день за текущий период составляет 163 миллиона 373 тысячи рублей. При этом нужно отметить, что касается коммерческих предприятий, юридических лиц, с ними ситуация выглядит намного лучше, чем с государственными предприятиями. Собираемость оплаты за свет по республике неравномерная. Среди городов лидирует Гагра. Здесь сборы составляют больше 52%. Затем Гал – 47%. Сухум – 40,5%. В целом в деревнях и селах сборы ниже. Основной фактор – более низкая платежеспособность населения. Если брать Гудаутский район, это село Блабурха, 2,9% сбора. Это самый низкий показатель в районе. Если взять Гагру, это Бзыб и Пнари, эти два населенных пункта, они в принципе на одной территории находятся, в одних границах. Это 9,3% сбора. Ну, далее Гулрипш, Сухум и Гал, там ситуация обстоит получше. Гулрипш самый низкий показатель по сбору среди сел, это 25,4%, Сухрайон это 22,4%, Гал 23,5%. Алхаз Чанба также затронул тему изменения тарифов за потребленную электроэнергию. По его словам, для незащищенных слоев населения планируется отдельная тарификация. Существующий сегодня тариф, даже при 100% собираемости по республике, он не покрывает тех расходов, которые несет на себе предприятие Черноморэнерго для энергоснабжения всей республики, населения в частности. Что касается незащищенных слоев населения, на сегодняшний день есть предложения, они готовятся по изменению тарифной сетки за потребленную электроэнергию для юридических лиц, коммерческих предприятий, также для физических лиц. Что касается физических лиц и незащищенных слоев, есть предложение создать некий социальный пакет, который будет включать в себя социальную норму потребления, то есть это будут квоты. Тем временем продолжается установка новых приборов учета электроэнергии по республике. Ранее за счет средств Черноморэнерго было закуплено 1500 приборов. В Сухуме в районе Колоса уже установлено 36 приборов. Планируется еще 60. 250 счетчиков отправлено в Гагарский район. Та система учета, которую планируется внедрять в наши дни, она позволит нам избежать очень многих проблем, так как мы исключаем человеческий фактор в сборе средств за потребленную электроэнергию. Это уже все будет делаться дистанционно посредством технологичного оборудования. Была затронута и тема майнинга криптовалюты. По словам Алхаза Чанба, львиная доля неучтенного энергопотребления приходится на данную сферу деятельности. Мы обнаруживаем ферму, наши сотрудники выписывают соответствующие документы. Это акт безучетного потребления, он высчитывается, вернее сумма высчитывается из средней нагрузки на 2-3 месяца. Но, к сожалению, дальше уже процедура взыскания этих сумм, она не отработана, не отлажена. И воздействие на тех людей, которые осуществляли в том или ином месте майнинг криптовалют, к сожалению, практически таких реальных рычагов у предприятия на сегодняшний день нет. Оплата за 1 киловатт электроэнергии для физических лиц составляет 40 копеек, а для юридических лиц и предприятий 85 копеек. Эсма Гуланзе, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.